четвертая часть. Η μένη γνησία συνείδηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας διαγιγνώσκει και καταδικάζει. С одной стороны, подлинная совесть православной церкви определяет и осуждает величайший грех папизма, потому что через догмать о непогрешимости человек-папа занял место Бога-человека. Ο δε Πατριάρχης των Οικουμενιστών, κύριος Βαρθολομαίος, θεωρεί τον σύγχρονό μας αυτόν ενσαρκωτή της παναμαρτίας. С другой стороны, патриарх экуменистов Варфоломей считает современное воплощение величайшего греха папизма возлюбленным братом во Христе, всемирным образцом, примером, настоящим посланником Божиим, человеком добрым и верным, посланным каждому человеку всех народов. Είναι προφανέστατο ότι οι οικουμενιστές Совершенно ясно, что экуменисты, участвуя делом и словом в ереси папоцентрической глобализации, насильно разрывают свою связь с православной соборностью. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω την ανάλυση μου επικαλούμενος. Призывая ваше благодушие, я хотел бы дополнить свой разбор словом о сути той православной соборности, на которую наносят такие жестокие раны экуменисты. Εξ ορθοδόξου απόψεως η καθολικότης εκφράζει εκτός των άλλων С православной точки зрения, соборность выражает умилительную и величественную истину, ζώντες что все благочестивые верные, живые и скончавшиеся, είναι πρώτοι то есть вся церковь, ενωμένοι объединенные, во-первых, во Христе в одно соборное тело αποτελούν μιαν и составляют одно органическое единство и целое. ενωμένοι διαμέσου Также, что они объединяются через Христа со Святой Троицей. χαρακτηριστικά ότι Было отмечено, что во Христе находится источник и суть соборности Церкви, потому что во Христе вся Церковь соединяется с Богом, со Святой Троицей, μετά του Θεού и что все члены Ея соединяются во Христе в одно совершенное и всецелое кафолическое тело, тело единого Христа. κορυφαία ανέφραση της Ορθοδόξου καθολικής Наивысшее выражение православной соборности имеем на божественной литургии, Εκκλησία где Церковь осуществляется, και κατά την οποία Θεία Λειτουργία αποκαλεί где вся Церковь присутствует и во время которой открывается не только единство, но и взаимные связи членов соборного тела οι Христова. αμοιβαίες σχέσεις μας με τα Единство и взаимные связи наши с верующими всех веков της καθολικής это то, что составляет соборное предание и требует, чтобы все в Церкви совершилось со всеми святыми. τότε μόνον το Ορθόδοξο Православный значит то же, что соборный и кафолический. ό,τι έχει Все, что входит в согласие соборного тела Христова, είναι και ορθόδοξο. православное. Ό,τι Все, что действительно православное, είναι και тоже соборное и кафолическое, потому что входит в согласие тела Церкви, то есть святых. συμπυκνωμένα πολύ βεβαίως. Ввиду этих данных возникает очень важный вопрос. Άραγε η συμμετοχή των οικουμενιστών στην παποκεντρική παγκοσμιότητα Участие экуменистов в папоцентрической глобализации и также их восхваление Папы как образец и их причисление его к лику святых την συγκαλία. входит ли в согласие со святыми? Πώς θα ήταν τούτο δυνατόν εφόσον ο δίθεν αλλά Как это возможно, чтобы якобы непогрешимый Папа-человек занимал в церкви место Богочеловека, ποιος είναι το который единственный центр своего соборного тела, своей церкви? και περαιτέρω ένα περισσότερο И συγκεκριμένο. за этим возникает другой, более конкретный вопрос. Εκτός ή οσδήποτε συγχρονισμός Ορθοδόξων και Παπικών Позволительно ли любое общение православных с папистами в молитвах, богослужении, τα οποία общественном служении и свидетельстве, которое ведет к некому де-факту единству, του Παλαμά без согласия святого Фотия Великого, святого Григория Паламы, святого Марка Ефесского, святого Казму Италийского, святого Никодима Святогорца, Νεκταρίου святого Нектария и же Наэгиния. η απάντηση στο ερώτημα Ответ на этот вопрос имеет решительное значение, потому что
одно из двух. Ή εκείνοι οι Άγιοι έκαναν λάθος χαρακτηρίζοντας Или святые отцы ошибались, считая западное христианство ересью, подделкой истины и извращением церковного предания. Или же экуменисты ошибаются, когда считают папизм якобы церковью сестрой, с которой православие якобы невидимо соединено через якобы общее крещение. Те и другие не могут быть одновременно правыми. ότι οι καινοτόμοι του νέου ημερολογίου Сделаем вывод. και εν γέννη οι εξορθοδόξοι Становится ясно, что новостильники и вообще экуменисты от православия не принадлежат православной соборности. πολύ ορθά έχει γράψει ο καθηγητής Πανεπιστημίου ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης και έχει επισημάνει και όχι μόνο αυτός, οι ορθόδοξοι οικουμενιστές έχουν αποκοπεί. Они отсекли себя от церкви святых, живучих на небесах. Они находятся в неподчинении и прислушании. Они держат позицию святоборческую. Они больше не стоят в союзе с Богом. Οι ορθόδοξοι αντικουμενιστές του πατρίου ημερολογίου ως φορείς της κληρονομιάς Православные антиэкуменисты, придерживающиеся святоотеческого церковного календаря, как носители наследия святых новых трех иерархов Фотия Великого, Григория Паламы и Марка Эфесского, не могут иметь общение с экуменистами, поскольку те ввели какую-то новую экклезиологическую действительность, основанную на ереси невидимого единства Церкви. για την υιοφανή αυτή. Об этой новой экуменической ереси подробно и основательно изложено во второй части доклада. Ευχαριστώ. Папы Иоанна Павла II 8 апреля 2005 года содействовали каким-то уникальным способом целям папоцентрической глобализации в том виде, как римский экуменизм систематически разрабатывает ее с 1965 года.
столетия назад экуменисты Фанара и Ватикана провели взаимное снятие анафемы 1054 года. Через это снятие анафемы заблуждение ереси было поставлено наравне с истинным православием и было положено начало новой экклезиологической действительности. С тех пор православные экуменисты постоянно отчуждаются от церковной соборности православия и словом и делом содействуют торжеству папоцентрической глобализации, как на межхристианском, так и на межрелигиозном уровнях, как это имело место на 20-й встрече «Религии за мир» в сентябре 2005 года в городе Лион во Франции. Площадь Святого Петра в Риме, где совершилось отпевание Папы Иоанна Павла II, закончилась в 4 час.